ANO konvencijā ir sacīts, par genocīdu tiek atzītas darbības, kuras tiek pastrādātas, lai iznīcinātu pilnīgi vai daļēji kādu nacionālu, etnisku vai reliģisku grupu kā tādu. Taču nav vispār pieņemta lielumu, kas izteiktu cietušo cilvēku pārdzīvojumus, viņu izpostītās dzīves un viņu sarautās ģimenes saites, viņu pazemojumus, izteikt tās dvēseles rētas, kas nesacīs līdz pat mūža galam tiem, kas netika nogalināti, un kam tomēr laimējās izdzīvot un atgriezties. Kādu mēs redzējām Sibīriju? Zini, neatceros, jā. Ir pa jaunu. Nu, diezgan sabūvēts, jā. Kaspar, atdoliet sarg. Citādi man aparatūra. Aparatūra man. Kur mēs tur dzīvojām? Tajā galā. Nu, tas ir kā 2 kilometri. Pagaid, tu aizgāji līdz tā vietā, kur tu dzīvoji? Nē, es līdz tam tiltu galam aizgāju. Jā. Tur viss rosība notika. Tur tirgotāji bija gandrīz vai tā rindā ar visu ko. Un šitas tilts bija metāla un te bija koka dēļi. Un tad šķirbas bija cauri, tā baigi interesanti bija staigāt puikām.
здесь были и венгры, и латыши, и поляки, и немцы, и кого только здесь не было. Ну, а в основном-то мы вот принимали тогда, их сколько, на лихтерах приехало, их, наверное, 5,000 сюда в район-то приехало. Много. Ну, нам пришлось их, как сказать, у нас вот мы примерно в колхоз взяли 21 семью, а латыши уже потом у нас кто... И 3, наверное, жило таких. Тоже как они, считай, ну как они, как эвакуированы, ну и в то же время они под надзором почему-то были НКВД, как неблагонадежные. Не хочется вспоминать об этом. Не надо, то я расстроюсь и ничего нет. На малых детей, конечно, не хотелось так. Так бы наши дети не хотелось, чтобы были. Они же были сперва, что вот их сгрузили около павильона. И они разместились просто на этих, где кто в павильоне, ну где не войдут. И на берегу были, и под домами были. Все, пока их не развезли по району. Конечно, развезли потом, этого уже не было ничего. А сперва-то было... Далеко ждать еще, да? Да, вот. А вот я выпьем. Выбегу, посмотрю. Неужели не приедут? Хоть бы они приехали. Сейчас бы сказали вот так, что вот Латвия свободная, заезжайте туда. Мне кажется, вот те, кто остались, еще старики, дети бы поехали. Вот мы, примерно, мои, сын младший, он с латышей. Он даже сказал, когда стали писать национальность, тогда нас только с ним зарегистрировали в 1956 году, разрешили, раз он под комендатурой, ненадежный. Я была в комсомоле, за его вышла замуж, меня с комсомола выбросили, положи комсомольский билет, пожалуйста, положила я. Я положила комсомольский билет. А уже младший родился, так он в паспорте латыш, он сам. И сейчас гордится. Что им скажут, я в паспорте говорю, ты видишь, что Латвия показывает, какой, видишь, как Латвия. Это неправда. Это неправда, это не слушай, это неправда. Он так это Латвию. Много наговорила от радости. Много не бывает. От радости много вам наговорила, что надо, что не надо, все. Ну, все то, что прожито.
Понятно. Разворачиваться не надо было, там за год зерно бы проехали сразу. А там проедем? Да, проедем. Дядь Миша! Дядь Миш! Надя, Галина Колбаскина. Здравствуйте. Надь, здесь такой с Литвы, с Латвии, приехала делегация и ищет барак здесь, когда-то жили. Может быть, вот дядь Миша, он уже за год зерно работал. Да. А он не выйдет к нам. Да, он сейчас выйдет. Давай, давай, дед, иди. Давай. Камера. Где ты работал? Скажи. А? Где ты Найду я. работал? Где ты? Последнее от время. Где? Иду. Здравствуйте. Скажите, вы не помните, А? тут с 49-го года по 56-й год жили латыши ссыльные. А, это, Работали за год зерно. ну так, Да. А где они жили? Вы не помните? подожди. Там был какой-то такой длинный барак, и там жили несколько семей. Одна за другой, одна за другой. Это было когда было? 49-й по 56-й год. А, 40, После войны уже. подожди. В каком году меня взяли в шахте, забрали? 41-й, 42-й, война, 43-й. Меня взяли в 49-м в шахту. В 52-м году вернулся. Там я был 3,5 года, там был я. Да. По земле работал я. В 52-м году и вернулся я. Но про этих латышей вы ничего не помните, нет? А? Ничего не помните про этих латышей, которые здесь жили? Нет. Их довольно много было. Много времени ушло. Я знаю, что маленько я тут посидел, отдохнул дома, маленько, и устроился на нефтебазу. Дядя Миша, извините, что побеспокоили. Ничего. Но у вас крепкое здоровье еще. А? У вас хорошее здоровье. Столько лет и хорошее здоровье еще. Да. Сколько лет, это 91-й год. Ну ничего, дай Бог вам здоровья еще. Всего доброго вам. До свидания. Давайте. Цельная делегация цельная, Господи. Вот так. Мой друг. Все разве упомнишь, а? Сколько лет прошло? – 1949. gadā uz mūža nometinājumu Sibīrijā tika izsūtīti vairāk kā 43,000 cilvēku. Viņu vidū 10,000 bērnu, vecu un pat no nāves gultas pieceltu cilvēku. Daudzi deportāciju laikā mira. Citi pavadīja garus un mokošus gadus Sibīrijas ziemeļu apgabalos, necilvēcīgos apstākļos, cīnoties par savu un bērnu dzīvībām. Tiem, kam izdevās atgriezties, bija sabeigta veselība, pazaudēts īpašums, pazaudēts jumts virs galvas. Cilvēki bija morāli un fiziski sagrauti. Režīms arī pēc tā saucamās atbrīvošanas pret viņiem izturējās ar aizdomām. Nedeva iespēju apgūt izglītību, nedeva iespēju veidot karjeru vai izvēlēties dzīves vietu. Un to varēja uzskatīt par genocīdu turpinājumu.
Мама, папа и я. Да? Отец был вне зоны. Здесь с 1948 года был женский лагерь или отдельное лагерное отделение женщин с 58 статьей. Так, чтобы жизнь малина не казалась, их наказывали тяжелым физическим трудом. И вот это в 49-м, 50-м, 51-м году вручную этот канал с женщинами-заключенными был выполнен. И весной 51 года была перемычка размыта, и вода пошла уже по новому руслу. А позже мужчины, заключенные, чтобы не размывался правый берег, сделали сруб деревянный, вон сруб. И внутрь засыпали красную горелую породу. Есть воспоминания бывшей женщины, заключенной в женском лагере, что в газетке было написано, что комсомольцы построили вот этот вот канал. И эта женщина, заключенная с таким вызывающим видом, подошла до начальника лагеря. Так мы что, говорит, комсомольцы, мы построили этот, говорит, канал. Мы что, комсомольцы, добровольцы? А он грубо ее оттолкнул, сказал: уйди, не мешай. Ну, ложь была, вы сами понимаете. Скрывали то, что все это строили заключенные. Так, давайте посмотрим сквер. Visi represiju un nāves nometņu atlikumi tiek ātrāk apslēpti un nolīdzināti ar zemi, bet esošie sabiedriskie muzeji tiek cenzēti par tukšas salmu plūšanas paudējiem vai arī slēgti. Milzīgajos Sibīrijas plašumos ir atrodami izkaisīti uz pirkstiem saskaitāmi formāli piemiņas monumenti. Nekāda patiesa grēka nožēla nenotiek, drīzāk gan otrādi. Ir uzkrītoša cenšanās zvērības attaisnot. Un, ir tas 24. marts, 25. marts, jā. Māmiņa iepriekš bija nedēļa vai 2 nedēļas ved uz žagarus. Svētki bija pilni pievest ar žagariem. Un otrā dienā viņa gribēja vest brālīti uz Vērgali pie dakteriem, jo viņš bija slims. Es kaut kā pielicos un es izskrienu tajā koridorā. Un es nezinu, kāpēc, kā brālītiem palicis atmiņā. Vienu es to durkli atceros. Tā šautina, tā kā durklis stāv, tā šautina, tā kā durklis galā. Un pilns tur ar cilvēkiem ir. Un viens, tas jau bija latviešu valodā, es nekad nesaprastu, kā jums ir bērni. Saka, jā. Nu tā iznāca, tā kā mēs... Labi, nu tad es nezinu, kā brālīti, jo māmiņa domā, ka mūs veda uz nošaušanu. Viņa neko līdzi neņēma, ja brālītiem bija noteikti tikai, man liekas, ka viņam bija seciņa iedota līdzi, jo viņš kā ar no gultīs tika pacelts. Kā es Krievijā, ka ganīja govs. Caur vienu sapņoju, kur no aiz puška saucās aiz mēža ieloku, varētu aptulkot, jā. Te reku teica, ka dēls gan govs tādu bārziņu, jā. Reku viņš tūlīt iznāks ārā. Visu laiku es tā domāju katru reizi. Nu, jāsaka, ilgojas pēc viņu, jā. Es domāju, viņš tepat ir, mums varbūt reku iznāks. Tūdamies, ka tas ir tāds varbūt muļķīgs doma vai kā, bet bērns domāja. Ņēns valodā Vorkutā nozīmē lāču nostūris. 150 km polārā loka galvenokārt akmeņogļu ieguvēja 1932. gadā nodibināja Gulaga sodu nometnes. 1943. gadā Vorkuta bija lielākais sodu nometņu komplekss Eiropā. Vorkutā tika ieslodzīts liels skaits latviešu un baltiešu, no kuriem daudz neatgriezās, tāpat kā no citiem gulagiem.
Ну это тех же времен, ты просто не обращал на них внимания. Ну да. Да. То есть дом вот там стоял. А там, да. Когда этот хозяин уехал, да, он уехал тоже где-то в конце 57-го и в начале 58-го домой уехал. И этот дом купила воркутинская милиция. И как я в своей книжке пишу, папу все время охраняли. Днем там, а ночью тут. Ну они были похожи вот на тот дом, вот и такой же вот. Tas ir улица Трудовая, 12. Jā, tādās tas nams ar trim istabām pirmajā stāvā un lielu virtuvi. Un otrajā stāvā mansarda bija divas nelielākas, mazākas istabiņas, un vienā no istabiņām mitināmies tētis, mamma un es. Ne? Istabiņa bija apmēram tāda, nu, reiķinātu, apmēram 12 kvadrātmetru liela, apmēram tāda viņa bija. Un tad durvis, un pretī bija loks, un tagad ar vienu sienu bija tēva mātes gulta, un man gar otru sienu. Un kā labākais bērnības atmiņas, gar to manu sienu bija lielā pasaules karte. Un, kad es pārāk negribēju gulēt, tad teica vienmēr, Anuka marš pret Fidžijas salām. Un tieši pagriezu ģīmi, un tieši Fidžijas salas man pretī atradās. Nu, lūk, līdzīgi šai mājai bija tā māja, kurā mēs dzīvojām. Tikai viņai nebija šī gambarīša, bija divas slieksnes. Un tāpat bija pirmais stāvs, un otrā stāvā bija tāda mansarda istabiņa, jo tādā, kur mēs dzīvojam, tajā augšējā stāvā. Pirmajā stāvā bija 3 istabas un virtuve, un otrā stāvā bija 2 tādas mansarda istabeles. Un vienā no tām bija Pūces ģimene. Pūči ielidoja savā ligzdā, un tur arī dzimusi mana māsa. Man piezvanīja žurnālists no Krievijas un paziņoja, ka tagad esam ienaidnieki, jo viņa draugs kritis Ukrainā. Bet ko tad viņš meklēja Ukrainā? Gribēja aizsargāt Krieviju, kur rietumi grib iekarot.